И последнее. Известный писатель, историк якутской авиации Иван Нигенбля выпустил в тираж новую книгу «Крылья земли Аланхо». В сборнике представлена история всех самолетов, оставивших след в небе республики. С новым произведением автора ознакомился Афанасий Николаев. От Супвич Кэмела и Поликарпова до Бомбардье и Боинга. В книге Ивана Нигенбля «Крылья земли Аланхо» через уникальные фотографии и архивные материалы в доступной форме представлены все самолеты и вертолеты, когда-либо трудившиеся в якутских авиаотрядах. Через призму характеристик крылатых машин перед читателем открывается история освоения Арктики, строительства БАМа и развития транспорта Якутии. Наиболее значимые работы, которые выполнялись этими воздушными судами. Ну, например, вертолеты Ми-6 выполняли работу в Тюменской области по разведке и эксплуатации газовых и нефтезалежей. Потом на БАМе большую работу выполняли. Но крылья земли Аланхо – это не только самолеты и вертолеты. Это в первую очередь люди, авиаторы, осваивавшие технику в суровых условиях Якутии. Книга выпущена в 600 экземплярах. И стоит отметить, что большая часть тиража уже выкуплена. В следующем году, в 2015-м, будет 90 лет авиации Якутии. Поэтому книга вышла вот в преддверии Нового года и вот этого юбилейного года. Поэтому книгу будут давать как новогодний подарок для авиаторов Якутии в основном. Сейчас автор трудится уже над следующим произведением. К 70-летию Великой Победы он готовит сборник об авиаторах Якутии, участниках Великой Отечественной. В течение вот этого года написал уже более 30 очерков об участниках войны, где конкретно описывал их заслуги, то есть за что он получил орден или медаль за отвагу, очень важную, и в какой создал фон, то есть в какой ситуации эту награду он получил, в какой битве, в каком сражении, вот так. Афанасий Николаев, Семен Афанасьев, НВК «Саха», Якутск.